Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, всех вас сердечно благодарю за ваши лайки, хорошие и добрые комментарии, за вашу поддержку, за ваши просмотры. Земной вам поклон! Давайте сегодня сделаем отсыпочку на такую тему. Перезагрузка в вашей жизни. Когда конкретно произойдут изменения? День, час, время. Загадайте, пожалуйста, на себя, на свою перезагрузку. Посмотрим, что это и когда. Да? Настраивайтесь. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, интересно. Особенно вот этот фрагмент мне очень нравится. Смотрите, два человечка, и у них одна крыша на двоих. Видите? Классный знак. Так, ну давайте пойдем по порядку. Начнем мы с самого корня рисунка. В корне рисунка между людьми какая-то стена, перегородка стоит. У одних отыграется, что проблема во взаимоотношениях, когда люди и не видят, и не слышат друг друга, да, по-разному воспринимают свои отношения и будущее своих отношений. А у других, например, конфликт, да, с кем-то выросла стена между вами и кем-то. Опять же, это могут быть и деловые связи, и дружеские, и даже родственные. Здесь нам четко указали, что ни один, ни другой не прав. Здесь нам четко показали, что вы оба в равной позиции, да, в равном положении находитесь. Этот весь конфликт, он какой-то либо надуманный, за уши притянутый, либо вследствие каких-то вмешательств третьих лиц в ваши отношения, там, через зависть, через, может быть, в принципе, какую-то глупую, ненужную помощь. У каждого по-своему отыграется, неважно. Важно, что это конфликт на пустом месте. И по сути этого конфликта, либо этого противоречия не существует. Абсолютно не существует. Здесь нам четко указали с вашей стороны и со стороны вашего оппонента будут проводиться какие-то действия. Да, это очень напоминает вот эту басню Крылова, как там было, щука, рак и лебедь, да? Но, тем не менее, вы все равно движетесь в одну и ту же сторону. Здесь высшие силы откроют вам друг на друга глаза через какую-то ситуацию, через какие-то события, через, у кого-то проблема, а у кого-то возможность будет. Да? Дают возможность на двоих, либо дают ситуацию проблематичную на двоих, когда нужно вот объединиться и решить, либо объединиться и получить. Понятно, что вы все разные, у каждого по-своему отыграется. Смотрите, это событие у вас произойдет в следующем месяце, скорее всего, либо 5, либо 15 числа. В следующем месяце, 5 либо 15 число, вы с этим человеком друг на друга другими глазами посмотрите, помиритесь, договоритесь, восстановитесь, как с чистого листа начнете ваши взаимоотношения любовного характера, либо дружеского, либо родственно-семейного. Да, у каждого по-своему отыграется. Так, следующий момент. Здесь у вас пустые руки, в руках у вас ничего нет. Хотя вы с огромными грустными слезами, наполненными глазами смотрите на птичку, которая упорхнула из ваших рук. Руки так расставили и говорите: «О, улетела моя птичка». Но обычно так говорят о потерях, вернее, так показывают потери, либо показывают то, что не получилось, не свершилось. То, о чем вы мечтали, то, к чему вы шли, и то, что выпорхнуло из ваших рук. Значит, мои хорошие, хватит слезы лить, хватит себя корить, либо кого-то обвинять. Все это пустое. Почему эта птичка вылетела из ваших рук? Я сейчас такую вещь непопулярную скажу, но вы послушайте, пожалуйста, внимательно. Эта птичка была не ваша, либо эта птичка была не для вас. Эта птичка ничего бы хорошего вам не принесла. Поэтому она из ваших рук и упорхнула. Не плачьте вы за этой птичкой, не грустите. Поверьте, вам вместо этой птички что-то другое дадут. Более ценное, более важное и более судьбоносное, да, назовем это так. Смотрите, буквально в течение 3 периодов времени, видите эту огромную троечку, что-то прям
ну, сверхъестественное, не знаю, ворвется в вашу жизнь, случится в вашей жизни, вы забудете про эту птичку и полностью будете увлечены чем-то новым, что гораздо больше, лучше и, конечно же, положительнее для вас. Я, к сожалению, на общем не могу сказать, что это конкретно, но 3 периода времени, это может быть и 3 дня, и 3 недели, и даже 3 месяца. Вот через 3 периода времени вы вообще про все позабудете и будете очень увлечены чем-то новым, очень крутым, очень важным для вас. Так, следующий момент. Человек на букву В. То ли вас зовут на букву В, то ли человека зовут на букву В, да, который, допустим, вам очень важен, дорог и о котором вы думаете. Смотрите, здесь лодка с парусом, но на колесах. Возможно, человек уже в пути, либо, возможно, вы отправитесь в путь, чтобы с этим человеком быть вместе, либо встретиться, да, как-то, может быть, прояснить ситуацию между вами. Здесь в любом случае парус на колесах – это знак скорости. То есть все случится просто в одно мгновение. Не думайте, что это конец, не думайте, что потеряли, не думайте, что будет плохо, наоборот. Скорость события очень сильно ускорится. Либо человек к вам приедет, либо вы отправитесь к этому человеку. Так, левая сторона. Ну, левая сторона, вот этот рисуночек, он просто шикарный. 2 человечка, мало того, они, смотрите, они еще целуются. Они целуются под одной крышей. А с левой стороны обычно проходят события, которых вы менее всего в жизни ждете. То есть у вас идет общая крыша с человеком, который любит и которого любите вы. Знаете, кто-то очень быстро сойдется. То есть с момента, например, там, встречи, знакомства проходит просто там сутки, да, и вы уже вместе живете. Скорый брак, скорый союз, совместное проживание, предложение. Еще может быть ситуация, когда человек, ну, допустим, говорит, ну, живи у меня, да, приходи ко мне. Да, причем сразу, там, с первой встречи, с первого знакомства. Может быть, вы уже знакомы с этим человеком, может, вы в интернете общаетесь. И так, знаете, вы общаетесь и сами думаете, вот не уверена, да, вот не уверена, что мой человек, либо не уверена, что у нас что-то получится. Идет встреча, и вот вы как друг к другу прилипнете, и уже вас, как говорится, не разлепить. Какая-то прям идеальная стыковочка у вас получится. То есть событие это вы вообще не ждете, но оно очень классное. Да? 2 счастливых человечка целуются под одной крышей. Смотрите, вы с одной стороны эту крышу держите, а этот человек с другой держит. Вообще мне идет такое ощущение, что этот человек свою крышу с вами делит. Да? То есть вас берет под свою крышу. Либо человек будет все оплачивать, там, оплачивать аренду, оплачивать ваше содержание, потому что у вас рука короткая, а у человека рука длинная. Да? То есть как бы так идет. В любом случае это очень классно. Девушки, женщины, кто переживает за личную жизнь, кто переживает за отсутствие личной жизни, вот, запомните этот рисунок. А лучше его сохраните себе на гаджет, либо на компьютер, на телефон, и пусть он лежит и приносит вам удачу. Не обязательно на него все время смотреть, а просто пусть он будет всегда с вами. Вот он будет приносить вам именно удачу в любви, в отношениях. Так, следующий момент. Здесь человек перед вами у ваших ног. Так как будто бы на колено не стал. Человек на букву «С». А у кого-то отыграется, что двойная буква «С». Может быть и имя на букву «С», и фамилия на букву «С». Либо вас зовут на букву «С», а этого человека тоже зовут на букву «С». То есть 2 буквы «С». Человек у ваших ног. Человек, который голову к вашим ногам преклонил, а руки он тянет к вашим рукам. То есть, знаете, такая поза, да, когда человек перед вами извиняется, просит прощения, вымаливает, я бы так сказала, прощение. Мои хорошие, вы все разные, меня смотрят и мужчины, и женщины. У каждого своя ситуация. У кого-то в любви такая ситуация произошла, у кого-то в делах, у кого-то в дружбе, у кого-то еще при каких-то обстоятельствах. Да? Но вот тот, кто перед вами виноват, он будет просить у вас прощения. И вы уже будете решать, простить, либо как казнить. Да? Судьба и жизнь этого человека будет в ваших руках. В переносном смысле, да. Ну, хотя, может быть, у кого-то и в прямом. Да, все бывает в жизни. Так, следующий момент перезагрузки. Я вам не сказала, когда. Когда это произойдет. Это произойдет, буквально в следующем месяце, там, начало следующего месяца, да, там, первые дни следующего месяца.
И еще знаете, какой момент, что вы совершенно не ждете, либо вы что-то будете предпринимать. Ну, допустим, вы не ждете, что человек попросит прощения. Вы махнули рукой, там, забыли, занимаетесь своими делами, своей жизнью. А кто-то, наоборот, решил этого человека наказать и думаете, вот, подам в суд на этого человека, напишу заявление на этого человека. И вы в процессе, да, подачи там, документов в суд, либо обращения в полицию, в правоохранительные органы, да, вот встречаете эту милоту, когда человек падает перед вами на колени и говорит: не губи, прости, не губи, виноват перед тобой. Да, такой момент может быть. Так, идем направо. С правой стороны у вас две дороги, причем очень широкие дороги, очень открытые дороги, и они чем-то с друг другом связаны. Либо одна дорога перетекает в другую дорогу. Мои хорошие, кто ограничен в передвижении, например, у вас больные ножки, у вас нет средств для того, чтобы куда-то ездить, уж тем более путешествовать. Вот именно для вас идет предсказание. Здесь у вас две дороги, да, но они вот чем-то с друг другом связаны. И, возможно, так отыграется, что кто-то вас будет возить, либо кто-то вас будет сопровождать, кто-то будет, например, оплачивать эти дороги. Может быть, ну, допустим, вы себя плохо чувствуете, да, ножки больные, ну, не зря же нам больные ножки показали, такая информация пришла. Вы куда-то обращаетесь за помощью, а вас перенаправляют в другое место, там, где вам действительно помогают. То есть дороги открылись, дороги светлые, и дороги во благо идут, то есть в исцеление. Особенно, смотрите, вот еще такая информация пришла, у кого-то вообще ноги не ходят. Может быть, даже не вы, а кто-то из ваших близких. Вот двойная дорога. Вернее, одна дорога переходит в другую дорогу. Несет исцеление, несет позитив, несет большой-большой эмоциональный плюс в вашу жизнь. Это событие произойдет, ну, прям совсем попозже, и, скорее всего, прям в такое холодное время года, когда, ну, знаете, не до дорог, да, не до движения, на улице особо не очень хочется выходить, но вы пойдете, причем пойдете на таком позитиве, с такой верой, которая 100% оправдается. Вы не будете чувствовать холод, вы будете чувствовать тепло, которое дает вам ваша надежда, и она вас не подведет и не обманет. Вот все так и будет. Так, к сожалению, день не показали, но показали, когда будет очень-очень холодно. Так, следующий момент связан с человеком, который постоянно спит, ничего не делает, либо если он что-то делает, либо она что-то делает, но это очень медленно, да, у вас там нервы не выдерживают, вы говорите: брось, я сам сделаю, либо сама сделаю. То есть человек, которому либо сил не хватает, либо не хватает волшебного пендаля, давайте говорить прямо. Да, у кого-то человек откровенно лентяй. Да, бывает такое. Смотрите, к этому человеку вы подберете ключик. Либо сами подберете, либо вас кто-то надоумит. Да, вот у вас ключик. Вы этого человека просто как это механизм заведете, и все, и побежал человек. Ловите семеро. Ускорение жизни, ускорение процессов и улучшение жизненной активности. Не для вас, но для какого-то вашего близкого человека. Вот этому событию вы будете радоваться больше всего на свете. Потому что именно этот человек был причиной ваших постоянных негативных мыслей, переживаний, ну и нервного расстройства. Ну, честно скажем так, да, вот видите, может кто-то из близких, может быть ребенок, который ничего не хочет, там, не учиться, не работать. Может быть муж, который, кроме как пукать в диван, ничего в жизни не научился. Да, может быть, действительно человек там плохо себя чувствует, там, в депрессии находится, которая совершенно не проходит, а только ухудшается. Именно вы, мои хорошие, кто смотрит мою отсылку, найдете ключик, который поможет его завести. Придать ему, скажем так, ускорение и задать ему правильное направление. Ну, либо ей, если смотрят меня мужчины. Значит, это событие у вас произойдет, смотрите, это следующий месяц. Вы начнете этим заниматься, вы начнете его заводить, да, этим ключиком работать где-то со середины месяца по конец месяца. Да, вот это решающий момент, который этого человека пробуждает к активности. Ну а через месяц, получается, да, вы уже просто наслаждаетесь, как поменялся этот человек,
как меняется жизнь этого человека, как ваша жизнь меняется. Да, вот события, они начинают ускоряться. Здесь действительно очень похоже на перезагрузку. Перезагрузку и в вашей жизни, и в жизни этого человека. Так, следующее событие. Здесь гриб с острой такой шапочкой. Стремительное получение, либо нахождение средств, возможностей, как заработать. Потому что грибы, они всегда к деньгам, к подаркам, к деньгам. Но судя по вашему рисунку, и это в левой стороне, да еще и змея, да еще и шапочка острая, здесь очень все быстро произойдет. Вы очень как-то резко одномоментно поймете, чем вам нужно заниматься, либо где вы можете заработать. Знаете, как такая чуйка на деньги. Вот прям сидите вы и думаете, ага, туда мне надо, там деньги есть, да, либо вот это я буду делать, здесь я смогу заработать. Причем, смотрите, вам никто не помогает. Вообще никто не помогает. Вам никто ничего не говорит, вы никого не слушаете, вы нигде ничего, ну, не знаю, не изучаете, просто как с воздуха придет. Вот эта змея – это ваш потенциал. Потенциал, который будет впереди вас, который будет открывать вам все дороги и возможности. Ну, а этот гриб с острой крышечкой, с шапочкой, да, это стремительно, да, стремительно начнете зарабатывать. Заработки, средства, да, материальное благополучие у вас однозначно увеличится. И смотрите, у кого есть кредит, либо какие-то долговые обязательства, у вас, либо, может быть, у вашей семьи, да, иногда бывает так, что кто-то берет семье, и потом все паровозиком идут платить эти все кредиты. Если у вас такая ситуация, то лично вы за очень короткий промежуток времени сможете расплатиться с этим долгом, кредитом и его просто закрыть. Просто закрыть и все, и забыть. Когда это произойдет, это ближе к Новому году события. К Новому году. То есть, когда все люди будут готовиться там праздновать, там ждать Новый год, там, на эти каникулы новогодние, то вы будете очень динамично работать, зарабатывать и пополнять свой бюджет и, конечно же, решать свои финансовые проблемы, которые вот есть. То есть, возможно, даже как в Новый год вы пойдете без долгов, без кредитов. Ну, кому это принципиально, то у вас получится. Причем сами придумайте, сами сделайте, сами реализуйте. Все сами. Да? Все сама, либо все сам. Так идет. Так, и еще. Здесь перезагрузка по образу жизни идет. Образ вашей жизни. Образ. Может быть, жизнь у вас какая-то однобокая, неинтересная, скучная. Ах, может, себя найти не можете. Может быть, себе чего-то позволить не можете. Но мне вообще идет какая-то такая скучная, серая и однообразная жизнь, которая не в радость, а в муку даже у кого-то идет. Может быть, условия очень плохие у вас в жизни. Может быть, ну так сложились обстоятельства, что место, где вы живете, вас не радует. Да? У каждого по-своему. Кого-то не радует состав семьи. Хотелось бы, чтобы там дети были, хотелось бы, чтобы был любимый человек рядом, чтобы родственники, семья, например, была рядом. Кому-то хотелось бы улучшить, да, там, жить в более лучшем доме, либо квартире, может быть, там, не в маленьком городе, а в большом, либо наоборот, кому-то хотелось бы там, уйти от шума большого города, переселиться, например, ближе там, к лесам, к полям, к океану кто-то бы хотел переехать. Вот кто в корне мечтает о том, чтобы ваша жизнь из серой перешла в белую, то для вас появится шанс, но этот шанс нужно будет реализовать вам. Я не могу сказать, что это перезагрузка. Я могу сказать, что это возможность. Возможность, которую нужно будет вот так двумя руками схватить и бежать, понимаете? И эта возможность придет оттуда, откуда вы не ждете. Знаете, как ничего не предвещало, и тут бац, небеса открылись. Возможность придет, кстати, не только для вас, но и для каких-то других людей. Что вам важно знать? Вы должны в числе первых воспользоваться этой возможностью. Если вы пойдете уже вторым эшелоном, там, третьим, десятым, то там уже не так будет все радостно и прекрасно, и не так легко. Там могут быть уже какие-то сложности, осложнения. Ну, понятно, там очереди всякие, всем надо, все хотят, все лезут. Старайтесь отслеживать информацию. Здесь возможность открывается, в принципе, для всех. Для всех.
для всех жителей, например, вашего региона, для всех жителей вашей страны. Да, даже так идет. И главное не бояться, главное решиться, и главное вот в числе первых быть. Кто этой возможностью воспользуется. Если вы этой возможностью воспользуетесь, но это не перезагрузка. Это знаете, как стартануть заново, в прямом смысле слова, да, на новом месте, в каких-то более лучших условиях, при более лучших возможностях начать свою жизнь, ну, просто с нуля. Да. Построить ее с нуля, начать с нуля, развивать с нуля. Поверьте, в этот раз у вас все получится гораздо лучше. Если вы эту возможность упускаете, ну, как говорится, грех жаловаться. Грех жаловаться. Такие возможности, возможно, раз в жизни только бывают, поэтому нужно адекватно реагировать. И главное, не бойтесь, если, например, у вас недостаточно средств. Что, ох, куда же я поеду без денег? Вот этого вообще не бойтесь, это вообще не важно. Так, и когда это произойдет? Это произойдет в начале следующего года, то есть первый месяц следующего года. Вот, очень важно отслеживать информацию, и как только такая возможность появляется, даже вот на горизонте вы ее видите, сразу туда 2 руками используем, ничего не боимся. Боимся потерять эту возможность, а всего остального не боимся. Так, мои милые, на этом все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.